Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. Вашему вниманию информационная картина дня в студии Регины Ягудина. Годовщина специальной военной операции. Все друг друга понимаем уже. Уже как бы не первый год вместе. Уже друг друга как сплоченность. Уже можно без слов понимаем друг друга. Как служат военнослужащие из Татарстана и каким выдался День защитника Отечества. Зуфар Давлетшин с линии фронта. Игры будущего. Сегодня день роботов. Большие боевые машины выходят и дерутся насмерть. Фантастичное мероприятие, на которое как-нибудь раз в жизни надо побывать. Кто вышел на арену? Какой робот оказался сильным? Узнал Искандер Гималдинов. Благотворительный концерт «Испытание временем» прошел в Казанской пирамиде. Держим связь с ребятами, которые находятся там. И именно по их запросу мы уже делаем закупки. Средства от проданных билетов направят на помощь наших бойцов. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Сегодня вторая годовщина начала специальной военной операции. Там сейчас не до праздников, и День защитника Отечества – обычный рабочий день. Подразделения, сформированные в Татарстане, отстаивают интересы страны во всех новых регионах – Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. И они не теряют связи с нашим регионом. Постоянно доставляется гуманитарная помощь, причем не только продукты и одежда, но и специальное оборудование, необходимое в службе. В честь 23 февраля на боевых позициях отметили государственными наградами наших ребят. Специальный репортаж Зуфара Давлетшина и Булата Абдульманова. Даже когда подразделение выводится с линии боевого соприкосновения, боевая подготовка продолжается. Специальные полигоны оборудованы, чтобы ребята тренировались каждый день. Здесь и те, кто уже побывал в серьезных боях, и те, кто относительно недавно подписал контракт и решил посвятить себя военной службе. Одни, чтобы совершенствовать боевые навыки, другие, чтобы наработать их, почувствовать оружие и плечо товарищей, от которых в дальнейшем тоже будет зависеть жизнь и здоровье. Один за всех и все за одного. Здесь не просто фраза из кино. Все друг друга понимаем уже. Уже как бы не первый год вместе. Уже друг друга как сплоченность. Уже можно без слов понимаем друг друга. Сильно бояться не надо. Всем страшно. Но со страхом надо совладать, чтобы не впадать в панику. Здесь, конечно, не до праздников, хотя День защитника Отечества многими уже воспринимается по-другому. Не просто как мужской день, а именно как День защитника. Здесь многое начинается восприниматься по-другому, и многое останется в памяти так, что и время не сотрет. Все запоминается, ничего не забывается. Ничего не забывается. Сейчас друзей больше и больше, как говорится. Мы все из Татарстана, пацаны, мужики, пацаны. Так-то дружно живем. Жить хочется по-другому уже. Я не знаю, как это объяснить. Просто хочется все успевать. Успеть все хочется. Что не сделал, что сделал. Отца, мать увидеть, жену. Конечно, много все поменялось, все переосмыслил. Понял, вообще вот раньше как бы не понимал, зачем эта война, а сейчас уже понимаю, отношусь уж как по-другому. Чтобы не допустить фашизма, как вот воевали наши деды, так же и мы продолжаем. И надеюсь, мы это закончим все, чтобы больше и не было никогда. Указ Раиса Республики Татарстан. Многие награждены неоднократно. И на этот раз государственные награды приехали с малой родины. Медали ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Кто-то получит их позже, вернувшись из госпиталя. За кого-то получат родные. А здесь есть несколько минут, чтобы полюбоваться новой наградой, чтобы потом спрятать ее до лучших времен или отправить домой. Вместе с медалями в этот раз нашим землякам мы привезли и сборник стихов Рената Хариса, посвященных Донбассу, и письма с рисунками от учеников 146-го Казанского лицея. Здесь любая весточка с малой родины ценна. Будут потом рассказывать детям о том, что видели, что пережили, ради того, чтобы у страны было уверенное будущее. Сильным руководителем наших командующий как бы делает свое дело, как бы не жалуемся. А мы с своей стороны приближаем победу, хотим уже вот поскорее победить и вернуться домой к своим родным, близким. Ну, победа не за горами. Он как начал свою политику становления нашей Российской Федерации, так вроде в верном направлении идет. Подробные репортажи из зоны специальной военной операции смотрите в воскресенье в программе «7 дней».
Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, ТНВ, Луганская Народная Республика. Это признанная школа доблести и альма-матер героев страны. 105 лет на этой неделе исполнилось прославленному Казанскому высшему танковому ордена Жукова краснознаменному училищу. За все эти годы оно взрастило 10 тысяч офицеров, 74 героя Советского Союза, 22 героя России. С юбилеем училища поздравил Владимир Путин на встрече с Рустамом Миннихановым в Казани. Глава государства подчеркнул, Казанская танковая основа для кадрового восстановления офицерского состава всей России. Рамиль Шайдуллин на месте, где рождаются герои. Более чем за век по этому плацу прошлись тысячи высококлассных офицеров, тех, кто в мирное и военное время был на самом острие защиты нашей страны. Десятки героев, сотни генералов стали офицерами именно здесь, в Казанском танковом училище со 105-летней славной историей. Выпускники училища – это авангард наших вооруженных сил, что неоднократно доказано героизмом и мужеством, проявленным в ходе вооруженных конфликтов и при проведении специальной военной операции. 80 техники, а у нас там один Алеша. Прошлым летом эти кадры облетели по меньшей мере половину мира. Одна российская боемашина с позывным «Алеша» в одиночку уничтожила 2 танка и 6 бронетранспортеров противника. Позже выяснится, командовал экипажем выпускник Казанского танкового. Расим Баксиков после этого подвига стал героем России. 5 бронемашин! Герои России! В преддверии Дня защитника Отечества именно он попросил Владимира Путина поздравить родное училище с юбилеем. Прошу вас поздравить личный состав училища и всех выпускников нашего славного училища. Это кузницы героев России. Училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации. Ваши выпускники проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции. И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища. И желаю вам всего самого доброго. За 105 лет в Казанском танковом подготовили более 10 тысяч офицеров. 74 из них стали героями Советского Союза, 22 героями России. В их числе начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Среди них и получивший золотую звезду героя посмертно Дамир Исламов. В память о павших героях на территории училища стоит монумент, который по сей день утопает в цветах. В День защитника Отечества цветы к монументу возложили Рустам Минниханов и вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. На встрече с курсантами и выпускниками отметили, благодаря выпускникам танкового победа все ближе. Победу реализует солдат, который на фронте, который решает те боевые задачи, которые определены руководством страны. Поэтому значение, роль танкового училища сегодня и роль танков в современной войне, она была и есть и будет. Поэтому вы выбрали очень правильную специальность, вы выбрали самое главное – служить Отечеству. Я точно могу вас со всей уверенностью назвать коллегами, и я, и председатель правительства. Танкисты? Мы танкисты. Мы заканчивали военную кафедру танковую. Имею честь вас поздравить с праздником защитника Отечества. Знаю, насколько сложная и опасная у вас работа, поэтому от вас зависит, насколько быстро задача, которую нам поставил Верховный Главнокомандующий, будет выполнена. Все эти годы Казанское танковое училище не на словах, а на деле доказывает, героев рождает хорошая подготовка. И здесь училище снова в передовиках. Курсантов учат управлять не только танками, но и беспилотными летательными аппаратами. За 105 лет менялось как вооружение, так и технологии. Неизменной оставалась главная задача – защита Родины. Рамиль Шайдуллин, Роман Безменов, ТНВ, Казань. Трудовой подвиг татарстанцев будет увековечен. На государственную охрану поставят Казанский обвод. Часть большого волжского оборонительного рубежа, который в 41-42 годах жители строили практически голыми руками, чтобы фашисты не дошли до Волги. 331 километр противотанковых рвов менее чем за полгода выкопали те, кто остался в тылу. Колхозники, студенты, интеллигенция, в основном женщины и дети.
Здесь представлена карта и условное обозначение того, по какой траектории проходил так называемый Казанский обвод. На черно-белой схеме красная пунктирная дуга в 41-м, связавшая сотни судеб одной большой задачей – защитить все Поволжье от захватчиков. Казанский обвод – ров, проходивший по территории Кайбецкого, Апастовского, Буинского, Спасского и Тетюшского районов. При наступлении врага он должен был сдержать как пехоту, так и тяжелую технику. Это ведь очень сложное военное инженерное сооружение. Были предусмотрены огневые точки, были предусмотрены укрытия для танков, блиндажи, долговременные огневые точки, складские помещения для снарядов, для продуктов. То есть это целая система, которую сооружали, в общем-то, простые люди. Шел первый год Великой Отечественной войны. Тяжелая ситуация под Москвой вынудила строить оборону уже вглубь страны. Приказом Наркомата госбезопасности во главе с Лаврентием Берией было начато строительство Волжского оборонительного рубежа, который поделили на 10 военно-полевых строительств. Сразу 5 из них пришлись на ТАССР. Жителям советской Татарии было необходимо вырыть 331 километр рва шириной в 7, глубиной в 3 метра. Местами ширина достигала 20, а глубина 9. Траектория напоминала дугу, которая огибала Казань. Отсюда и название «Казанский обвод». Если не ошибаюсь, 4-я отдельная саперная бригада, она дислоцировалась на территории нашего района, возле села Ульянково. Вот они тротилом помогали взрывать замерзшую землю. Но большую часть работы выполнили сельские труженики, в основном женщины и дети, даже инвалиды и старики. В условиях жесточайшей нехватки людей, когда почти все мужчины уже на фронте, было необходимо набрать 280 тысяч человек. В Кайбецком районе, где находилось самое большое, первое военно-полевое строительство, трудились 38 тысяч человек. В память об этом у самого въезда в деревню стоит памятная стела, на которой так и написано «Казанский обвод 41-42». Наверное, только те, кто принимал непосредственное участие в строительстве этого уникального оборонительного сооружения, по-настоящему знают, что значит этот промежуток времени. Сначала копать обвод отправили маму. Она копала ровно 3 месяца, но затем у нее начали болеть ноги. 95-летней Амине Габидулиной было 13, когда она наравне со взрослыми начала копать промерзшую насквозь землю. Норма почти 2 кубометра на человека. Из инструментов лом до лопаты. Девочка заменила беременную маму, которая уже не могла работать в таких условиях. Был 40-50-градусный мороз. Мы надевали по 2 бушлата, по 2 пары рукавиц. На лице была шаль, но от холода и это не спасало. Нельзя было уходить, пока не выполнишь положенный объем работы. От обмораживания спасал гусиный жир. Мы мазали им лицо и продолжали работать. Боль проходила. К работам приступили в конце октября, завершили уже к 25 января. Это был общий труд, объединивший всю республику. Конечно же, возникают споры, касающиеся данной темы. Нужна ли она была, этот Казанский обвод, эффективна она ли была во время войны. Но, в прежде очередь, хочу сказать то, что Казанский обвод – это история судьб людей. Изучая их, мы делаем им низкий поклон за их труд, за то, что они ковали общую победу. Несмотря на это, до сих пор у этого грандиозного примера трудового подвига народа не было никакого защитного статуса. Все изменится в этом году. Казанский обвод будет включен в реестр объектов культурного наследия. Мы действительно сейчас на финишной прямой хотим подготовить документы для уже государственной историко-культурной экспертизы. Это историко-библиографические исследования, архивные документы. И в первую очередь нас интересуют кадастровые документы, какую территорию мы будем ставить на кадастровый учет для уже непосредственно государственной охраны. Казанский обвод будет включен в реестр в статусе «достопримечательное место», а значит, в отношении этой линии разработают градостроительные требования. На первом этапе будет рассмотрен 10-километровый участок в Кайбецах. Рабиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Кайбецкий район, Казань.
Вот уже неделю, как мы живем играми будущего. Сегодня в центре внимания международного турнира «Битва роботов». Они стартовали в Казанском цирке. Здесь прошли сразу 8 матчей. Борьба шла за выход в 1/4 финала. Свои машины на арену выставили команды из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Индии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Чили, Эквадора. Дисциплина появилась более 30 лет назад на встрече любителей научной фантастики. В России этот вид спорта стал популярным в 2015 году. Искандер Гималдинов все увидел сам. Настоящий экшен, искры во все стороны и рев трибун. Это не кадры из фильмов научной фантастики, это центр Казани, битва роботов. Сегодня машины, весящие более 100 килограмм, схлестнулись в бою на арене. Здесь это арена цирка, чтобы выяснить, кто из них победитель. Тактика у всех разная, но цель одна. Чтобы оказаться на этой арене, нужно было пройти отборочный этап. Это удалось 16 командам. Сейчас идет борьба за четвертьфинал. Победитель станет обладателем кубка и денежного приза в $500 тысяч. Участники волнуются, зрители эмоционально реагируют. Такого они еще не видели. В России битва роботов как дисциплина появилась 9 лет назад. Во всем мире стало известно в 1987 году благодаря энтузиастам из клуба безумных ученых Денвера. Популярность научной фантастики в то время позволила идее завоевать поклонников всех возрастов. Вот и сегодня в цирке аншлаг. Как только узнали, что будет проходить, сразу купили билеты, потому что это впервые не только в Казани, но и во всем мире, поэтому сомнений не было, что только сюда. На самом деле вообще очень все замечательно, очень динамично, красочно, и я такого не ожидал. Все максимально красиво, организаторам прям полный респект. Атмосфера мероприятия шикарная, и взрослому, и ребенку очень все поражает. Вообще весь масштаб мероприятия, вообще развитие на уровне, и классно участвуют все страны, и дети мои просто в восторге. Тебе понравилось? Да, мне даже самому захотелось создать робота. На битву вышло 10 видов роботов. Каждый участник этого турнира свою машину готовил по несколько лет. Самым популярным ботом стал спиннер. Его главное оружие – вращающийся диск, которым атакует противника и выводит из строя. На разработку ушло плюс-минус год именно на создание этого робота. У нас, то есть, были уже до этого модели данного робота, другие его версии. На модернизацию, создание, закупку, тренировки ушло около года. Мы очень взволнованы этими боями. Здесь очень много новых людей, стараемся подружиться. Все боты здесь очень сильные, но тактика у нас одна. Один удар, один поверженный противник. Какой-то фантастический фильм, где большие боевые машины выходят и дерутся насмерть. Сравнить с каким-то видом спорта, честно, не могу, потому что для меня это как минимум уже фантастичное мероприятие, на которое как минимум раз в жизни надо побывать, посмотреть хотя бы вживую. По словам организаторов игр, битву роботов сегодня смотрел почти весь мир. Шоу получилось. Битва роботов входит в 5-й вызов, как мы это называем, челлендж по-английски, который называется «Технологии», потому что нас часто обвиняют, что мы только про киберспорт, мы вообще ни разу не только про киберспорт. У нас есть и фиджитал часть, да, мы знаем вот этот вот принцип соединения киберспортивной и физической реальности. И есть дисциплины, которые никакого отношения к киберспорту или даже к фиджиталу не имеют. Это вот как раз битва роботов, спорт программирования, гонки дронов, кибатлетика и так далее. Посмотреть на своих коллег в цирк сегодня пришла и звезда церемонии открытия игр будущего собака-робот Люма. Она уже чувствует себя хорошо и здесь находилась как в своей стихии. Да, сейчас можно будет отлавливать ребят, все полностью. Очевидно, что такие соревнования необходимо делать с некой периодичностью, возможно, как Олимпийские игры, потому что такие соревнования сложно проводить каждый год, хотя, может быть, и каждый год можно их вполне проводить, если будут позволять соответствующие ресурсы, организационные в первую очередь. Командам нужно восстановиться, это большие затраты. Очевидно, что такие соревнования нужно проводить на регулярной основе. Необходимо вовлекать больше компаний. На арене цирка сегодня прошли 8 матчей. И в четвертьфинал прошли 8 команд из России, Индии и Арабских Эмиратов.
Помимо зрелищных боев роботов, для зрителей подготовили фиджитал-зону, где они могли создать свой аватар или соревноваться на роботизированных мячах, или даже создать собственного робота. Это не последний день соревновательной дисциплины, как и, впрочем, игр будущего. Мы следим за площадками, где технологии и спорт показывают нереальные результаты. Искандер Гималдинов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Звездный матч по фиджитал-баскетболу на играх будущего провел Сбер. В видеоигре, а затем на реальном паркете встретились звезды российского баскетбола и руководство банка. Как это было, покажем в репортаже. Сбер провел звездный матч по фиджитал-баскетболу. Старт соревнованиям дали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и министр спорта страны Олег Матыцын. Мероприятие стало ярким событием на мультиспортивном турнире «Игры будущего». В нем приняли участие олимпийские чемпионы, экс-игроки сборной России по баскетболу Сергей Панов, Сергей Муня и Тимофей Мозгов. На фиджитал-баскетболе игроки сначала соревновались в видеоигре, а затем вышли на площадку. Очки, заработанные по итогам обеих частей матча, суммируются. Мы понимаем, что сегодня, когда мир очень быстро меняется, развивается искусственный интеллект, цифровые технологии, надо соответствовать и быть готовым, и готовить себя к будущему. Готовить себя физически, готовить себя эмоционально, готовить себя духовно и умственно в том числе. И как раз фиджитал-спорт, мне кажется, это та самая дисциплина, которая помогает гармонично развиваться каждому человеку. Более 700 зрителей, среди которых воспитанники детских и юношеских спортивных школ, прониклись атмосферой соревнований и получили яркие эмоции. Снежная зима – риски для озимых. О состоянии культур, которые в республике занимают 550 тысяч гектаров, доложили на совещании в Доме правительства. Его провел премьер Алексей Песошин. Как отметили в Минсельхозе, высота снежного покрова местами достигает 120 сантиметров. Температура почвы на глубине около 0 градусов. Уже сейчас метеостанции в Лаишево и Тетюшах зафиксировали условия, которые могут привести к частичной гибели озимых. Если такая погода сохранится, то в ближайшее время это может ожидать Арск, Чистополь, Нурлат, Альметьевск и Буинск. В этом году в рамках обновления машино-тракторного парка приобрели 242 единицы техники, больше, чем на 1 миллиард рублей. В республике идет работа по проверке семян на посевные качества. При этом есть сельхозформирование, которое до сих пор имеет высокую долю непроверенного зерна. Для сева яровых культур Татарстану нужно 315 тысяч тонн семян. Сейчас их 395 тысяч. Этого хватит и для пересева озимых. Высокий снежный покров также создает условия для развития болезней. Сохранность озимых культур можно будет оценить масштабно после схода снега и начала вегетации. Хозяйствам потребуется оперативно провести раннюю подкормку азотными удобрениями по мерзлой почве, баранование посевов для аэрации и удаления пораженных и погибших частей растений, а также применить химические и биологические средства защиты от болезней. По пострадавшим площадям необходимо провести пересев или подсев ранними яровыми культурами. Почти 7 миллиардов рублей в этом году направят на капитальный ремонт жилья в Татарстане. В программе 669 домов, больше чем по 90% уже определены подрядчики. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме правительства глава Минстроя Марат Айзатуллин. По национальному проекту образования и республиканским программам отремонтируют 21 детский сад, 47 школ, 94 пищеблока. Вторая по объему работ отрасль – это здравоохранение. Ремонт ждет 137 объектов. Это ФАПы, поликлиники и стационары. 24 объекта в сфере культуры, в их числе и Казанский ТЮЗ. Также министр остановился на проблеме вывоза снега и мусора. Внимание коллег, что в последнее время в министерство поступает много обращений граждан о некачественной уборке снега и отсутствии вывоза твердых коммунальных отходов, что спровоцировало снегопадами и отсутствие подъездных путей до контейнерных площадок и территорий населенных пунктов. Прошу глав муниципальных образований республики взять на особый контроль вопрос уборки снега и обеспечения подъездными путями населенные пункты, чтобы региональные операторы могли вывести твердые коммунальные отходы. В Казани прошел благотворительный концерт, посвященный участникам СВО под названием «Испытание временем». На одной сцене творческие коллективы культурного центра имени Пушкина, ансамбль «Кавказ Стайл» и знаменитые артисты. Среди них Асыл Яр, Марина Карпова, Рустем Насыбуллин и другие. Всех их объединяет одно – желание помочь нашим бойцам. На средства, полученные от продажи билетов наших бойцов на зоне СВО, снабдят всем необходимым снаряжением и оборудованием. Как им именно, знает Ирина Васильева. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это
взаимно. Со сцены Казанской пирамиды звучат песни о любви к родине и вере в победу. Концерт благотворительный. Все средства, полученные от продажи билетов, пойдут на приобретение гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО. Это обязанность у нас. Это раз наши друзья, наши джигиты там из-за нас, из-за всех уже старается, мы должны помочь как-то по-своему здесь. Инициатива была моя. Эту идею поддержали меценаты. В день концерта и сами зрители. В зале 93-летняя труженица тыла Вера Бакаева. Она чудом выжила в нацистских концлагерях. С начала СВО Вера Георгиевна не раз отправляла нашим бойцам сшитые вручную меховые стельки. Здесь она поддержала ребят своим выступлением и прямо с места спела песню «Пустите гармонь к микрофону». Для русского сердца гармошка, как дома, я жить без гармошки не могу. И выступающих, и зрителей связывает одно. У всех есть близкие, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. У певицы Асыл-Яр троюродный брат удостоен звания Героя России. Это Раиль Габдрахманов, о котором мы неоднократно снимали репортажи. Почетное звание он получил за прорыв оборонительного рубежа противника, несмотря на ожесточенное сопротивление. Вся наша семья, вся родня, все гордимся его подвигами за то, что он привносит свою лепту в это огромное дело, в эту победу. Среди организаторов концерта и те, кто занимается сбором и доставкой гуманитарного груза. Последний раз мы в декабре отправляли Урал, потом отправили ГАЗ-66. У него в Кунге оборудована передвижная баня, чтобы ребята, когда немного в тылу, могли, как говорится, по-человечески в бане помыться. Поддержать наших ребят на СВО пришли и многодетные семьи. Среди них Исаковы. В сборе гумгруза участвуют не первый раз. Пришли всей семьей, чтобы поддержать страну, чтобы дети, патриотическое воспитание у детей, чтобы было. Поддерживали бойцов. Своих не бросаем. Сделали в школе картину для военных. Открытки там, чтобы поддержать их. Организаторы благотворительного концерта уверены, такая поддержка приблизит победу. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте в электронной газете «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дахатем. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмисыс. В Татарстане в предстоящие сутки погода будет солнечной. Подробнее через пару секунд. Скоро весна, а значит время обновления. Успейте заказать кухню и шкаф-купе по вашим размерам по сниженной цене от Данил Мастер. Только до конца февраля скидка на корпусную мебель 20%. Все подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Кукмаре, Арске обещают ясный день без осадков. Температура днем 6-8 градусов мороза, ночью от 10 до 12. В Буинске, Кайбицах и Апастово тоже солнечно и без осадков. Температура минус 6 днем и 11-14 ночью. В Чистополе, Аксубаево, Мамадыше ясно, осадков не прогнозируют. Температура 6-9 днем и 14-18 ночью. В набережных Челнах, Агрызе и Актаныше тоже ясно, 5-7 днем и 12-15 градусов ниже 0 ночью. В Альметьевске, Бугульме, Бавлах также будет светить солнце. Ожидается 6-8 градусов днем и 16-18 ночью. В туристических городах республики тоже будет светить солнце. В Свияжске температура днем 5 градусов. Будет ясно, осадков не ожидается. Ночью 10 градусов мороза. В Болгарах минус 8 днем и минус 16 ночью. Здесь тоже будет ясно и без осадков. В Елабуге ясно, снега не обещают. Температура 6 градусов днем и 13 градусов ниже 0 ночью. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
Столица Татарстана обещает солнечный день без осадков. Температура днем -5, ночью -10. Атмосферное давление высокое, 773 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный около 4 метров в секунду. Влажность 55%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. До встречи!